По информации органов ЗАГСа, за 10 месяцев прошлого года официально распались 482 брака. В этом году уже зафиксировано почти вдвое больше – 861 случай. Материальные проблемы, пьянство, отсутствие общих взглядов или же банальная несовместимость характеров – это лишь малая часть возможных причин. Как сообщает психолог Жанна Тюлюш, природа женщины и мужчины кардинально отличается. Женщина должна быть защищенной, она должна чувствовать себя защищенной. Если эта защита нет, то есть начинает она чувствовать себя незащищенной. Это что, нехватка денег, недостаточное внимание, да? Я же сказала выше, что мужчина, если она до конца эту свою функцию не выполняет, женщина начинает беспокоиться. Ум-то начинает беспокоиться, как содержать семью, как. Вот здесь я хочу сказать, у мужчин, например, у них идея, да, у них вдохновение должна быть, они покровительствуют семью, у него функция такая. А женщина, для нее важно, чтобы сохранить семью, детей надо кормить как-то. Вот это разница в этом. Женщина, например, уже начальник, да, она на работе начальник. И она, когда домой приходит, она должна забыть вот это вот свой статус, то есть свое положение на работе оставить. И домой приходит как слабая женщина. И все-таки надо вдохновлять мужчину. Его надо похвалить где-то и показать свою слабость. Вот это самое главное тоже. А все время, когда женщина берет все на себя, например, да, хотела повесить полку-то какую-то, например, и она достает этот молоток, этот гвоздь, приходит и сама же показывает, вот здесь его, давай, прибей. Для мужчины ничего не осталось. Он даже не думает, где достать этот молоток. Все это женщины сами делают. То есть она всю функцию, даже мужскую, даже женскую, все функции берет на себя. Роль женщины, как и роль мужчины, у них одинаковая позиция. В принципе, сохранение семьи должно быть в приоритете у обоих. И что у мужа, что и у жены. Вот. И просто в последнее время вот начинаешь читать, да, что женщина мотивирует мужа, там, чтобы он зарабатывал, там, продвигался по карьере, женщина воспитывает успешных детей, женщина должна. И очень много возлагают ответственности на хрупкие плечи женщин. Мне кажется, что заинтересованы в сохранении семьи должны быть оба. Первым делом я для себя учла, что домой никогда нельзя приносить работу, а на работе всегда надо оставлять все какие-то негативные мысли о семье и проблемы только дома. Это надо как-то разделять и балансировать. Пока удается, не жалуюсь, но все равно есть свои какие-то мелкие погрехи, над которыми надо работать. Бывают срывы, конечно, но мы работаем, стараемся. Мы женщины капризные, нам надо как-то пойти навстречу, а с другой стороны, надо все равно проявлять характер. В тувинском обществе семья была и остается главной ценностью. В одной из научных статей электронного журнала «Новые исследования Тувы» пишется о том, что современное смещение традиционных ролей мужчин и женщин приводит к стиранию границ между мужскими, женскими обязанностями и функциями. В сегодняшних реалиях женщина во многом становится не только матерью, женой, хранительницей очага, но и добытчиком, который обеспечивает материальное благополучие семьи. Не обманем, если скажем, что женщина стала более активной, чем мужчина. Мама 2 детей, была и предпринимателем, и работала на государство, и была безработной, и простым специалистом, и в магазине. То есть у меня обычная история. Но в какой-то момент я просто начала понимать, что я хочу. Не надо никогда себя сравнивать ни с кем. Просто очень многие сравнивают свой старт с чьим-то финишем. Конечно же, там будут результаты разные. Это не только по бизнесу, это не только по воспитанию. Надо сравнивать себя с собой, да, со вчерашним. Это тоже важно. Я на самом деле трудоголик. Я могу работать сутками. Я могу говорить сутками. Я могу жертвовать многим ради своей работы. Но в какой-то момент я поняла, что моей работе этого-то не надо. Мы живем в такое уникальное время, когда мы можем работать, не работая. Мы живем в такое время, когда мы можем обучаться бесплатно. Мы живем в такое уникальное время, когда реально все ресурсы есть.
Единственный минус, который вот у нас есть, это лень, это тревожность. И вот если побороть вот эти вот 2 пункта, то, в принципе, дорог-то сейчас очень много. Сейчас мир стал без границ. Согласно некоторым исследованиям, которые описываются в этой же статье, в представлениях тувинских женщин, хорошо жить значит иметь благополучную семью, интересную работу и жить обеспеченно. Однако для современной женщины в последние годы самореализация становится таким же важным жизненным составляющим. Мы живем в такое уникальное время, когда мы можем работать не работая. Мы живем в такое время, когда мы можем обучаться бесплатно. Мы живем в такое уникальное время, когда реально все ресурсы есть. Не все этим пользуются, не до всех это доходит, к сожалению. Традиционно у тувинцев было особое отношение к детям. Всем известно, что в республике высокая рождаемость. Вместе с тем социальный блок перегружен, и, к сожалению, все больше происходит несчастных случаев с детьми, где зачастую виноваты родители. Пропаганда осознанного и ответственного родительства должна быть на особом внимании. Как показывает жизнь, есть родители, которые тратят социальные выплаты не в то русло. Поддержка государства для семей в форме различных выплат, пособий, материнского капитала в какой-то степени формирует иждивенческий настрой. Мол, зачем искать работу, если и так дают деньги? Никакие напасти и преступления не уничтожают столько народа и народного богатства, как пьянство. Статистика показывает, что в республике отмечается увеличение доли женщин, больных алкоголизмом. Если раньше, когда я начинала работать, это в 2000-х годах, в наркологическом диспансере в стационарном отделении было только 1 или 2 палаты женских, на сегодня у нас уже 4-5 женских палат. В основном у нас это женщины, естественно, поступают по комиссии по делам несовершеннолетних. Есть самообращение. Есть женщины, которые сами понимают уже, да, и поступают, но в основном их привозят. Привозят близкие и родные люди. Когда мне исполнилось 27 лет, брата не стало, и подходили друзья, мне его поминали, и бывало по 2-3 дня так вместе не расставались. Иначе, я вот так и начала понемножку пить. На данный момент я стояла на учете в наркологии. Потом все было хорошо, меня сняли с учета. На данный момент получилось так, что я опять попала в наркологию, потому что в нетрезвом состоянии у меня детей забрали в приют. Бывает, работы не бывает. Без образования, когда ходишь, работа такая частная. Получается так, что деньги получишь и пойдешь к друзьям или гости придут. Хочу, чтобы быстрее пройти лечение и к детям. На самом деле, изначально у тех родителей, которые уже оставляют своих детей, изначальная мотивация совсем другая. Но, к сожалению, да. То есть, если до 2007 года, да, до материнского капитала люди планировали ребенка осознанно, то как только появились у нас вот эти социальные выплаты, конечно же, мотивация у многих, у малообеспеченных людей мотивация совсем другая. Вот этими социальными выплатами мы связываем людей по рукам, по ногам, чтобы они, в принципе-то, и не работали. Мы им даем такую рыбу, да, разовую рыбу, чтобы не работать. К счастью, есть достаточно примеров, когда родители на положенные государством выплаты и пособия улучшают жизненные условия и делают все для благополучия своих детей. Разные женщины, матери поделились своими основными принципами воспитания. Каждый человек, начиная с малых лет, он личность. И поэтому ребенок – это большая личность, к которому надо прислушиваться. Потому что порой дети, они говорят такие нужные вещи, которые взрослые даже не слышат. Мы всегда в семье прислушаемся, иногда спорим, бывает, что и до слез доходит, но всегда приходим к такому балансу, что мы идем навстречу друг другу. Для детей же нельзя ссориться, например, повышенным голосом говорить. Это же, когда 2 человека начинают кричать, они не могут услышать свои сердца, то есть внутренний мир.
Когда человек очень-очень любящий ребенка, мама очень любящий своего ребенка, она никогда не будет кричать. Ну, это кричать или там ругать, конечно, можно. Это же, чтобы другие, там, чтобы от других не досталось. Мама показывает, что это нельзя делать, а вот это надо делать. Ну, то есть, что правильно, что неправильно, она показывает, что она знает мир. Еще самая главная задача научить детей уважать старших, бабушки, дедушки, старшего поколения, маму, папу, особенно папу. Это для них должна быть очень примером, большим примером. Эта тема родительско-детских отношений у меня началась буквально вот в этом году, когда я закончила курсы по эмоциональному интеллекту, по позитивному родительству. То есть это был такой осознанный тоже выбор. У меня детки-подростки, и для меня это было важно понимать, знать, что сейчас творится в голове моих детей. Но у меня есть 3 основных принципа. Первое – это доверие. Ну, это надо доверять ребенку, да, своему ребенку. Я доверяю своим детям. Второе – это свобода выбора. И третье – это поддержка. Вот эти 3 кита, которые держатся вот именно моя методика воспитания. Повышение статуса женщины и улучшение качества жизни прекрасного пола – основная деятельность Союза женщин Тувы. Как за основу повседневной работы мамы, бабушки, члены Союза взяли 7 направлений. В Туве более 8 тысяч активных женщин объединены в 135 районных городских советов. От здоровья женщины зависит здоровье будущего поколения. Так, с прошлого года Союз женщин Тувы запустил социальный проект «Здоровая женщина, здоровая Тува, здоровая Россия». В задачи проекта входит поддержка женщин, семей, которые оказались в трудной ситуации, профилактика и помощь в случаях домашнего насилия, организация семейных и женских клубов в разрезе Кажунов и многое другое. Совместно работаем с Союзом женщин по Республике Тува. Но все равно есть пандемия, все равно стараемся работать вместе. Работа наша не останавливалась, но все равно работали, выходы находили. В Кажуну ездили, например, в Кахемске, Кажун, Кунтустух недавно ездили. Там, оказывается, это такое трудное время, такие позитивные, талантливые люди живут, оказывается. Очень мне понравилась эта командировка и совместная работа, беседы тоже проводили, каким образом, какие у них вопросы, ситуации, жизненные ситуации в это время, и рекомендовали, и вместе будем работать в дальнейшем. Потом вторая поездка была у нас в Тескемский Кажун, это Куран. Оказывается, там тоже такое место красивое, загадочное, люди загадочные, талантливые, живут тоже со своим трудом. Они, создавая свои женсоведы, да, построили даже клуб себе, они работают и живут. И поэтому у нас это центр, основной главной целью центра основном является реализация интересов женщин как равноправных членов общества, повышение их общественного статуса, их роли в культурной жизни, расширение возможностей для самореализации, особенно проживающей в сельской местности женщины. Мы также это будем создавать пространство для женщин, для развития творчества, самосовершенствования, самопознанию своей женской природы, да, создавая баланс, гармония жизни женщин. В республике с этого года при Тувинском региональном отделении общественной организации «Союз женщин» свою работу начал и Центр творческих женщин Тувы. Помогаем женщинам творить, у кого какие идеи, кто мечтает, не может они даже себя узнавать, как эти идеи вывести. Вот таких направлениях мы тоже помогаем женщинам. Организация мастер-классов, тематических встреч, экспертами с целью раскрытия новых возможностей,
расширение зоны комфорта, решение жизненных трудных ситуаций в основном. Члены Союза женщин принимают активное участие в различных благотворительных акциях, а иногда и сами становятся организаторами. Но самым настоящим историческим событием стала экспедиция восхождения активистов Нелли Брус. 3 хрупкие женщины водрузили флаг не только Союза женщин, но и копию знамени Тувинского кавалерийского эскадрона, памятную доску с именами 10 женщин-санитарок, добровольцев из Тувы. Таким образом, как вывод, отметим, что современная тувинская женщина совмещает в себе традиционные и новые функции, пытаясь поддерживать ценность семьи, высокого материального достатка и развивать возможность самореализации. Айраса, Владимир Суртук, Айдын Кулар, Кузел Сарысарен, Тува 24. По информации Красноярскстата, на 1 января прошлого года в Туве проживало более 170 тысяч женщин. Это 52% от общей численности населения республики. Средний возраст составил 31 год. Вековой юбилей в 2019 году отметили 9 жительниц республики. В 2019 году 59% женщин, вступивших в брак, находились в возрасте от 21 до 30 лет. А в возрасте 60 лет и старше свой союз зарегистрировали 8 женщин, причем 4 из них ранее никогда не состояли в браке. А это значит, что никогда не поздно найти свою настоящую любовь.